Новые постановки, театральные марафоны и фестивали. Год театра в Ингушетии, как и обещалось, стал насыщенным культурными мероприятиями. Началось все с небольших гастролей Русского драматического театра по всем городам и районам республики. На сцене актовых залов местных ДК спонтанные мизансцены спектакля «Риск». То и дело сменялись загадочным произведением мировой драматургии «Гроза» по мотивам знаменитой драмы Островского. Не детская история для подготовленного зрителя. Она звучала, впрочем, на подмостках новых домов культуры, открытых в республике за последние 2 года в рамках федеральной программы. Еще в начале 2019-го свои двери распахнули 3 таких объекта в сельских поселениях Верхние Ачулуки, Алкун и Ашты. Концертный зал, кружки для творческих занятий, вокал, изо и хореография. Словом, создаются все условия для развития талантливой молодежи. Дети до сих пор не имели возможности для своей творческой реализации. Ведь в каждом ребенке есть определенные свои способности творческие. А когда таких условий нет, чтобы они реализовались и выявились, конечно, ребенок как бы однобокое развитие происходит. Но теперь у нас имеются возможности по их наклонностям, способностям выявлять и дальше их развивать, эти способности здесь. Вместе с одним из таких очагов культурного благополучия в республике открылся и фестиваль национального этикета. Начиная с февраля и в последующие 3 месяца ценители искусства со всего региона соревновались в знании ингушского танца, его истории, техники, этики и эстетики. Главная задача мероприятия – сохранение и пропаганда духовно-нравственных ценностей ингушского народа. ويقان هماش دوزيت وعادة دوزيت غلا غلق حلصو داق صوم داق يزعما حد بواج دعم بي تسان دحيخ يعني ازدك إلي يرجع أردان. Фестиваль, он не случайно возник, идея эта возникла, она долго, в принципе, имеется в виду сам конкурсная подготовка и так далее, вот разработка положения. Впервые в Ингушетии отметили День национального костюма, как не просто атрибута одежды, а социального кода нации. Каждый элемент наряда, мужского или женского, это ключ к истории, культуре и быту ингушского народа. Найти его гостям мероприятия помогли через музыкальные и танцевальные выступления творческих коллективов, мини-показы спектаклей от Русского государственного музыкально-драматического театра республики. А изюминкой праздника стал показ национальных костюмов известных ингушских модельеров, сумевших передать в своих нарядах всю элегантность, строгость и изящество женской национальной одежды не только ингушей, но и других народов Кавказа. Наша натура, она строгая, красивая и как бы отличается во многом. Наш этикет, наши адаты – это все производные той формы, которую носили на протяжении лет наши предки, и то, что мы сегодня продолжаем сохранять, и то, что сегодня необходимо пытаться вернуть хотя бы как какую-то эклектику, какое-то сочетание национального и европейского. Костюм – это предмет прикладного искусства, это, можно сказать, это социальный код народа, потому что в нем и характер, его взгляды, его парадигма, это и художественные, эстетические какие-то взгляды на окружающую жизнь. Охватить о костюме можно прочитать всю историю. 2019 год стал действительно рекордным на культурные мероприятия. 35 проектов, самым масштабным среди которых стал Всероссийский театральный марафон. В крупнейшем событии года театра участвовали 85 регионов страны. Ингушетия стала 73-я в списке. Нашему театру эстафету передал Ставропольский академический театр драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы полюбили нас, чтобы вы познакомились с нами поближе. Мы привезли сюда 3 спектакля, 2 для взрослой публики, 1 для детской. И нам бы очень хотелось продолжать дружить с вами. Считаю, что это уникальная возможность для всех театральных зрителей республики.
познакомиться с творчеством кавказских театров. Это мероприятие станет важным стимулом для дальнейшего развития театрального искусства республики, для укрепления связей с творческими коллективами других регионов России. Позолоченный веер с изображением гербов всех регионов России 3 дня был в Ингушетии. После уже наш регион отправился с гастролями в Чеченскую республику, чтобы передать эстафету им. Наши артисты показали спектакль «Исьмы веков» по мотивам романа классика ингушской литературы Идриса Пазоркина. Также в программе этих гастролей был запланирован спектакль «Две стрелы». И мы бы хотели просто вот этой истории 2 стрел, где выпускаются 2 стрелы и впервые убивают соплеменника. И финальные фразы главы «друг на друга, брат на брата» – это конец. Хотели этим спектаклем как-то, будем так говорить, уберечь зрителя, сказать, что хватит уже 2 стрел. Вообще потрясающий марафон проходит по стране в год театра, дает возможность всем республикам, регионам побывать друг у друга в гостях, сыграть и показать свое творчество, свои театры. Это просто потрясающая возможность, которую нам дали. Запомнился год и празднованием 25-летия со дня основания Республиканского дома народного творчества. Торжественное мероприятие по случаю юбилейной даты состоялось в ДК Кантышева. Здесь было все: праздничный концерт, юмористические сценки и, конечно же, награждение лучших деятелей культуры. Юбилейным этот год оказался для детского танцевального ансамбля «СИК». Вот уже 5 лет они танцуют на 5, побеждают на международных конкурсах и фестивалях, становятся многократными лауреатами различных премий. Свое творчество ансамбль продемонстрировал на сольном концерте в ДК города Назрань. В этом же зале, кстати, состоялась торжественная церемония открытия 6-го международного кинофестиваля «Золотая башня». В ней уже по сложившейся традиции приняли участие кинорежиссеры не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. В течение нескольких конкурсных дней жюри и зрители успели оценить 50 картин из разных стран и российских регионов. Обладателем гран-при кинофестиваля стала кинолента Александра Галибина «Сестренка». Военная драма, рассказывающая о годах Великой Отечественной войны. Приз за лучший ингушский фильм этого года присудили ленте «Папаха ингуша» Абрек Суламбек режиссера Лейлы Гагиевой. Также лучшим документальным фильмом Ингушетии была признана картина под названием «Вербовщики», созданная на телекомпании «Ингушетия» автором Юсупом Гелисхановым. 6-й международный кинофестиваль «Золотая башня» объявили закрытым после традиционной кинохлопушки. Я получил награду за одну актрису, которая играла в «Балканский рубеж». Я обязательно передам. Она не могла приехать, потому что снимается на Крыму. Не могу отметить одну вещь. Я был на много фестивалей, знаете, в Локарно, в Берлине, в Каннах, в Венеции, везде. Но я очень люблю такие фестивали. Маленький такой, но теплый и как семья, одна семья. 19-й год запомнился и сменой руководства Министерства культуры и архивного дела республики. Михаила Базоркина, который занимал этот пост с 2018 года, сменил народный артист Ингушетии, автор сотен песен, певец и композитор Тамерлан Зейтов. Также в уходящем году продолжилось строительство новых домов культуры. В 2019 году в Республике Ингушетия построено 6 домов культуры в сельских поселениях. Торжественное открытие этих домов культуры пройдет в начале 2020 года. Будут привлечены артисты, филармонии, театральных учреждений Республики Ингушетия. На самом деле культурная жизнь Республики Ингушетия была очень активна, насыщенна и разнообразна. В уходящем году Ингушетия традиционно приняла участие во всероссийских акциях «Ночь кино» и «Ночь музеев». Еще одну ночь, но уже искусств под девизом «Искусство объединяет» отметили в октябре. В этот вечер культурные мероприятия одновременно стартовали во всех городах страны. В Ингушетии рабочий день продлился на несколько часов для коллективов музеев и мемориалов. Там прошли выставки и кинопоказы. Комплекс мероприятий, посвященных искусству. Это, во-первых, презентация нового издания Национальной библиотеки «Театральная жизнь Ингушетии», который вышел в рамках года театра. В нем раскрыта история всех театров нашей республики, и библиография, и биографии всех актеров.
Значимым для года театра стал и театральный этнокультурный проект «Легенда Ингушетии», инициированный заслуженным деятелем искусства республики Михаилом Базоркиным. Проект был разделен на 5 блоков. Начался он с показа спектакля «Утикмасок» и «Гигаст». Не будет у ингушей князей, но будут у нас эсдихоновы. Это история, которая должна иметь за собой продолжение. И вот этот пласт истории нужно поднимать и реанимировать. Продолжением его стали спектакли «Любовь Калоя», «Паспорт» и «Млечный путь», «Горы» и «Вековые башни», лучшие декорации существующих. Именно они помогли актерам Русского драматического театра воплотить идею и окунуться в историю народа, умело раскрыть всю палитру красок ингушской событийности, уделив особое внимание этикету и предметам быта. Идея, зародившаяся еще в начале года, стала реальной благодаря поддержке Министерства культуры как России, так и Ингушетии. Это очень давно все происходит. Театр Адата, театр этикета, потом вот здесь начали фестивали этикета. К этому подключились наши соседи из других республик, им тоже стало интересно. Да? Где-то это уже практиковалось, прежде в другой форме, да? Мы никак не дублируем друг друга. Вот, потом родилась идея создания фестиваля этикета сначала ингушского, потом уже общекавказского и, может быть, даже международного. Открытием прошлого года стал и первый международный фестиваль театров кукол «Праздник гор», где также участвовала наша республика. Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина представил спектакль «Мертвые души» на ингушском языке. Идет работа и уже сдан спектакль «Когда Арба перевернется». В том числе Русский государственный музыкальный драматический театр завершил постановку спектакля «Хаджи Мурат». Театр юного зрителя поставил несколько спектаклей для наших юных зрителей. В следующем 2020 году также эти театры будут осуществлять постановки в рамках тоже реализации национального проекта «Культура». Каждый из этих театров поставит спектакли, но вместе с тем при поддержке федерального центра и в рамках, как я уже сказал, реализации нацпроекта будет усилена материально-техническая база этих коллективов. В 2020 году планов по развитию культурной сферы много, в частности, продолжать работу по исполнению нацпроектов. При этом особое внимание необходимо обратить на реализацию всех государственных программ. Жардат Хулхоева. Итоги года.